Чудесные музыкальные мотивы встречали в этот вечер гостей особняка Министерства иностранных дел в Москве. На Спиридоновке собрались послы дружеских мусульманских государств, представители общественных и молодежных объединений. Гостей встречали свежеиспеченным чак-чаком, попробовал его и Сергей Лавров. Спасибо. Для того, чтобы полностью погрузиться в мусульманскую культуру, дипломатам представили красивую мультимедийную выставку. Исторические документы, женские украшения, живописные костюмы. Еще одна возможность прикоснуться к мусульманской и татарской культуре. Это оригиналы. Это оцифрованные оригиналы. Событие без преувеличения не рядовое. Впервые в истории статус молодежной исламской столицы был присвоен городу страны-наблюдателя организации АИС России, пока не члену Организации исламского сотрудничества. Весомым аргументом в пользу этого решения стала историческая дата – празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Историческая дата имеет огромное значение для всех мусульман России. В период с 19 по 21 мая текущего года в Татарстане будет организовано праздничное мероприятие, посвященное юбилейному событию. Татарстан на протяжении многих лет успешно взаимодействует с центральным аппаратом и специализированными институтами Организации исламского сотрудничества. Особенно приятно отметить тесное сотрудничество с молодежным форумом АИС. Молодежная столица стран Организации исламского сотрудничества – статус, который присуждается городу на 1 год. В это время город-победитель, в этом году Казань, становится центром притяжения для молодежи со всего исламского мира. Свой вклад в общую работу продолжает вносить и наращивать группа стратегического видения «Россия. Исламский мир» под руководством Рустама Нургалиевича Минниханова. Уважаемые коллеги, подавляющее большинство мусульманских стран – давние, добрые международные партнеры нашей страны. В целом хочу сказать, что Татарстан и столица Татарстана, город Казань, древний город Казань, является собой пример сосуществования религий, культур, традиций, причем древних традиций, и пример сочетания уважения наследию предков и быстрого, молниеносного освоения самых современных технологий. Я думаю, в этом залог успеха развития любой страны, и мы очень рады, что Татарстан является одним из бесспорных лидеров российских регионов в развитии внешних связей, связях на подлинно демократических, взаимовыгодных началах. До Казани почетный статус исламской молодежной столицы был у Стамбула, Дохи, города Фес и ряда других. Главная идея – объединить исламскую молодежь мира, продвинув лучшие, добрые человеческие ценности. Завершением красочной церемонии инаугурации Казани в качестве молодежной исламской столицы стала передача символического ключа от предшественников – города Дака. Молодежной столицы ОИС. О том, что мусульмане мира должны быть едины и сообща изучать культуру и историю друг друга, говорили многие дипломаты, гости церемонии. Все мы братья, мы должны общаться ближе, чтобы лучше узнать друг друга. В рамках предстоящего года в Казани пройдет большое количество интересных мероприятий, в частности, международный саммит министров по делам молодежи. Все это послужит укреплению связи России с мировым исламским сообществом. Дина Газалиева, Александр Ярошов, Дмитрий Шилов, ТНВ, Москва. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.